Другая еще была сотрудница посольства Грузии, она стала теперь послом США на Украине. И да, эти люди вот теперь вот... Ну, вы слышали, что Майлз что-то предлагал? Ну, с американцами как бы у нас всегда был диалог очень активный в то время. И не только с ними, и с другими западными дипломатами, да, со всеми дипломатами. А конкретное предложение по поводу признания Абхазии было? Да, такие разговоры звучали, такие идеи обсуждались, и мы тогда и рассматривали их. И бывало, что, вы знаете, было такое очень часто, и не только от американских дипломатов. Это очень интересно. Скажите, есть в народе такая молва, хотя меня убеждали, что в тот период была информация по НТВ, и даже абхазское телевидение что-то такое снимало, что Майлз предлагал руководителю нашей страны что-то, и типа, что... Открыто американцы об этом на телевидении под запись не говорили никогда, но это говорилось, обсуждалось в личных встречах. Они просматривали, естественно, прощупывали нашу позицию. Естественно, американцам глубоко, извините меня за выражение, наплевать на территориальную целостность Грузии или еще чего-нибудь, или независимость. А было такое, что Майлз пытался что-то такое предложить, но свои интересы. не воспринял его и не стал говорить на эту тему? Да, и они не первые, и я не раз, когда... как говорится, лоббировал, да, работал. Ну что они предлагали? Что они могли сказать? Они говорили о возможном признании Абхазии как независимого государства. В обмен на... Американцы говорили об этом более прямо, чем европейцы. В обмен на что? В обмен на более прозападную политику и позицию. Понятно. Мы же, со своей стороны, ну, как бы, имея четкое понимание того, что это просто, как говорится, морковка, да, оплетка пока еще вот не видна нам, да, вот мы это понимали, я до сих пор это понимаю. Многие почему-то еще есть такие, я бывает слышу мнения, есть у нас такое, я хочу процитировать Бжезинского, да, вот этого... основателя вот этой американской евразийской шахматной игры, шахматной доски, да, вот этой стратегии, где Америка пытается развивать на постсоветском пространстве геополитический плюрализм. Это когда, и это, мы это все видим сегодня во многих странах, когда мы сидим, находясь как бы в сфере прямых интересов России, да, и наш поворот на Запад будет непосредственно являться, ну, то же самое, что произошло с Украиной, непосредственно будет являться угрозой национальной безопасности России, играть с нами вот так, как картой, да, это очень... То есть то, что они тогда предлагали, воспринималось нами как опасная игра? В то время это нами, и поверьте мне, еще до признания, когда наши отношения с Россией все равно уже развивались и стали выравниваться после ельцинского периода, да, и неоднократно у меня были встречи в Европе, когда мне говорили, слушайте, ну что вы с Россией дружите? Мы вас не поддерживаем, потому что вы друзья России. Я говорю, а что изменится? Ну, вы дружите с нами, мы вам дадим через фонды, дадим, начнем вам деньги давать там. Давайте с нами дружите с Западом. Ну, что вы с русскими все? Давайте на Запад. Мы вам денег дадим, поможем, потом будем говорить о признании. Ну, понятно же, что это какая-то ловушка. Я обычно отвечал, говорю, хорошо, я завтра вернусь на работу, в Абхазию вернусь, я выступлю с заявлением антироссийским, начнем курс как говорится, про Запад, говорю. И вы, пожалуйста, говорю, пришлите нам потом сразу летом 2 миллиона туристов, купите все наши мандарины и обеспечите нам безопасность со стороны Грузии. Но приходилось уже, как говорится, знаете, на пальцах объяснять те основные причины, основы нашего взаимодействия, нашей дружбы с Россией. Я не буду говорить о наших культурных связях, исторических и так далее. Бывают люди на Западе, не понимают этого. И такие, кстати, предложения они могут звучать и сегодня. Говорят, что вот